В этом году газете «Республика» исполнилось 30 лет. Газета была зарегистрирована еще 15 ноября 1990 года Государственным комитетом по делам издательства, полиграфии и книжной торговли Коми СССР. А первый номер вышел 4 января 1991 года. Это был еженедельник. Изначально это был печатный орган Верховного Совета и Совета министров Коми АССР. Позже газета стала выходить 5 раз в неделю, сейчас она выходит 3 раза в неделю. Первым главным редактором была Неля Николаевна Мурыгина, она возглавляла это издание до 1997 года. В пилотном выпуске, который насчитывал всего 8 страниц, было опубликовано интервью с председателем Верховного Совета Коми АССР, народным депутатом СССР Юрием Алексеевичем Спиридоновым, в котором он рассуждает о будущем республики, о развитии экономики и переходе к рыночным отношениям, об отношении к федеральному центру и разграничивании полномочий между регионом и страной. Также в этом номере можно прочесть статью корреспондента газеты «Заполярье» Александра Третьякова. Он, кстати, стал позже вторым главным редактором газеты «Республика». Материал «Страсти по бартеру» посвящен выживанию угольных предприятий Воркуты и бартерной торговле углем в начале 90-х годов. В статье «Жизнь или кошелек» журналист Владимир Шаров задается вопросом, почему так растут цены на товары повседневного спроса, в то время как цены на богатство севера, нефть, уголь, лес до несуразности низкие, и как выжить простому человеку в условиях рыночных отношений. Еще одну проблему, на этот раз работников убойного пункта оленеводческих совхозов «Северный» и «Усть-Усинский», работающих буквально за мизерную зарплату, поднимает в своей статье «Некоронованные короли Кораля» интинский журналист Павел Архипов. О том, какие обращения от жителей республики поступают в секретариат Верховного Совета Коми АССР, в своей авторской колонке рассказал зав. Отдела писем и обращений граждан секретариата Верховного Совета народный депутат Леонид Вокуев. В основном, кстати, обращения касались помощи в улучшении жилищных условий северян, в основном жителей села и деревень. В газете есть место и для рубрики «Жизнь на севере. Вопросы и ответы», а также поэтического уголка, в котором опубликовано стихотворение Александра Суворова «Жива надежда», а также очерка корреспондента издания Анатолия Полькина «Полеты в огонь» о специальном батальоне милиции Коми АССР во время его дислокации в Азербайджане, Армении, Народном Карабахе и Таджикистане. И завершает номер очерк воспоминания о Валентине Есевой, исполнительнице Коми народных песен, заслуженной артистки Коми СССР, ведущей солистки ансамбля «Асия-Кыя», ушедшей из жизни за год до этого, в январе 1990 года. В этом году исполняется 30 лет выходу первого номера газеты «Вера», «Вера.ском». Это произошло на Рождество 1991 года, еще в прошлом веке. И вот редакция располагалась как раз вот в этом самом кабинете, номер 134 в Доме печати. И она по сей день расположена здесь. Та же мебель, те же фактически люди. И единственное, что изменилось, ну, может быть, радикальным образом, это сам формат газеты. Не газета, а формат. Газета развивалась постепенно, то есть она начинала, первые шаги ее были это просвещение, какие-то такие самые элементарные заметки о вероучении, о жизни православных общин. А в дальнейшем она изменила формат. Вот первые газеты представляли из себя вот такой вот большой формат. То есть вот она, вот первая сама газета, вот так она выглядела. Видите, страшновато, прям скажем. Но опыт, сын ошибок трудных. Дальше уже газета изменилась. Вот стал такой заголовок. И в общем, шапка газеты называется это. И, в общем-то, в дальнейшем от каких-то первых публикаций просветительского характера мы перешли уже к рассказам не только о православной жизни, но об истории, о здоровье, о
воспитании детей и так далее. Собственно говоря, тематика стала соответствовать тому, что печатают какие-то такие историко-краеведческие, художественные журналы, газеты общественно-политические. То есть самый широкий круг вопросов. И когда мы говорим, что у нас газета православная, это не означает, что мы пишем только на православные темы. Мы пишем наши авторы и сотрудники газеты пишут на самые разные темы. Темы касаются абсолютно всего, чем живет современный человек. Просто позиция, с которой мы пытаемся освещать их, исследовать, это позиция православного человека. То есть, конечно же, патриота, человека традиционных взглядов, все, что следует из этих слов. Что из себя представлял 91 год, наверное, молодые люди не помнят, а те, кто нашего возраста, постарше, они, конечно, помнят, что это было дикое совершенно время. Это когда начинали мы в последние месяцы существования Советского Союза, и в том же году уже продолжили в другой стране. И, конечно, это все было связано с огромными трудностями в жизни общества, начиная от того, что все вдруг внезапно обнищали, не обеднели, а именно обнищали, исчезли продукты, исчезли товары, исчезли неизвестно куда специалисты, люди. В общем, проблем было огромное количество. Тем не менее, мы выходили, и с тех пор, я 30 лет возглавляю газету, могу, так сказать, не без какого-то внутреннего удовлетворения сказать, что номера газеты мы не пропускали. Все они выходили в свое время. Иногда, правда, приходилось делать в силу финансовых проблем сдвоенные выпуски, это было больше 20 лет назад. Тем не менее, они выходили регулярно. И печатались у нас авторы, которые до сих пор, с которыми мы охотно сотрудничали и тогда, и сейчас сотрудничаем. К сожалению, например, у меня открылась здесь газета случайно на апрельском выпуске 91 года, и здесь публикация недавно почившего нашего друга и нашего прекрасного историка сыктывкарского, это Михаила Борисовича Рогачева. Он тогда опубликовал в нашей газете в первый год, принес публикации, целый цикл публикаций о разрушенных храмах Сыктывкара. Потом впоследствии уже писал он о разрушенных и утраченных святынях республики, то есть более широко взял. Если так полистать, здесь были представлены материалы тогда немногочисленных священников, которые у нас были, здесь их было всего 4 человека. Мы к ним приставали и говорили, надо писать материалы в газету, им было некогда, но тем не менее, материалы, я сейчас вижу, они здесь присутствуют. 6 человек, это портрет нашего духовенства здесь, республиканское собрание священнослужителей, можно посмотреть, это в 12 номере за март 91 года. У нас 6 священников здесь, все как на подбор. Сейчас, конечно же, совсем другая ситуация. Михаила Борисовича материал, я сказал уже, что еще здесь. Да, самый первый, это у нас номер, такой он рождественский, поэтому здесь «Благодать вам и мир», это поздравляет нас архиерей. Тогда у нас архиерей находился в городе Архангельске. Епархия была огромная, она простиралась с Кольского полуострова до Уральских гор. То есть она включала 3 региона: Мурманская область, Архангельская и Коми республика. Здесь было благочиние, и наш корреспондент ездил в Архангельск, наш корреспондент, я ездил в Архангельск и брал интервью с ним. И что сказать, епископ был удивлен, конечно, что где-то там, в Коми республике, хотя и в Архангельске ничего подобного еще не было ни в Мурманске, и даже в Питере, по-моему, еще не было в то время ничего, такого рода, изданий. А в Сыктывкаре уже появилось, и что мы у него берем этот материал. И, соответственно, здесь поздравления первые. Не могу сказать, что это, конечно, выдающиеся какие-то номера, но сам факт появления такой газеты, это было удивительно. И то, что нас на сей день, к сожалению, наша газета стала самой старой. Многие, кто появлялся, буквально там почти что в одно время с нами, они почили уже, эти газеты, позакрывались. Мы выходим, и многие удивляются, как долго, так сказать, нам удается. Не без Божьей помощи, скажем прямо. И, конечно,
были разные периоды, было трудно очень, особенно вот в 90-е годы. Огромная нам помощь оказал в свое время Юрий Алексеевич Спиридонов, который сначала не понял, зачем такая газета выходит, а потом как-то проникся этим и находил он, когда нам было очень тяжело уже какие-то моменты, мы приходили к нему, он находил возможности, обращался к предпринимателям, которые нам помогали. В этом смысле 90-е мы благодаря ему во многом пережили. Ну, дальше стало полегче, хоть не могу сказать, что у нас когда-то были такие богатые времена, когда мы, так сказать, испытывали избыток средств, но это, наверное, нормально, так и должно быть. Что касается коллектива, он стабилен. Все эти годы коллектив фактически имеет тот, что был в самом начале возник, в начале 90-х, тот до середины 90-х, он и, в принципе, до сих пор работает. В этом есть большой плюс, но есть и минус. Нужна молодежь, молодежь не идет, работать тяжело, много, без выходных. И, конечно, здесь надо сказать, что иной раз у молодежи пока не только не хватает желания, но еще и образования для того, чтобы вот этим делом заниматься. Все-таки, к сожалению, пока что вот наша высшая школа не дает таких знаний, которые могли бы позволить человеку сходу включиться в работу и писать материал. Но ребята приходят молодые, иногда с какое-то время работают, пишут у нас, кто-то уходит потом в другие издания, я уже сказал, тяжело работать, кто-то стал священником, кто-то, так сказать, уехал просто, но так или иначе, фактически костяк вот остается, и благодаря этому газета по сей день выходит, чему, так сказать, мы очень рады. Коми му газетлиш история се ми арталам, чуталам, шурсотмуше даскак яна се двошен, да, стаки июн да се длуна, петис зрянская жизнь газет. Редакторал секи Дмитрий Яковлевич Попов, да, некамин восе петис зрянская жизнь мулен, вели роч гижедиас, вели неко комик гижедиас, отлашли звитя гижедиасис, шурсот муша кujoti kad vaša janvar medvođaluna petisnin uđ njima gažet, čuč velini i roč list bokjas i komi, vežena spetema si je kukiš i kuk list bokan. I oko ta вот видите, что це уđ gažetlan medvođa, peta si sliš mıđik sa ten velema. I Шинма сразу шубиче ми зелена лозунг велема и Виктор Савин ми анимала на небдинца Виктор шуетчиле мамой вили вок подас вили олем и нимы силен уч и чоч рочен гижамаш мой 1921 год. Это начало новой трудовой жизни советского строительства. И позже каждый мы медводя из бокшанисен коми войтерес ушеден вели уджавны, да, и окото пасиште мой вот сеча вот чорні кужа яссе мой ого повже юджиш бощаме чори да перини долид олем, а долид олем нас велема именно уджин анджемашсие радлунца воджи олемсе пішка даме туй бур олеме шолем шань бощам став няйце веселам шекид олемсе пöttам Uđališ jöz uđule, taj borošmjan njobdunca Viktorlan kvijasis. Listen tank mod listboksa, да, sen je roč gižed i s čem местная жизнь, gdje nikakve publikacija volun, тоже šinme šubići smo заводите машинами как я вам се двошань, да, пуктин Островский лишь бедность не пророк пьеса и сиямян пашкалама воли Ставрослика са чектрайомяса и Устисольскин пуктиломаш и местный театриасен и четик театриасен и вот татен тоже гижемаш кujeti kad 12 гижемаш мой мунома миян уезден, да, уезден комедия бедность не пророк куемак тин велема артисты поиграли безукоризненно нарочен гижемаш, да. Вот. И вообще, что пьесы Островского считаются ценные. А бурач коми мулан медбурия петасын
Mian tacem видим, коли молан, чого ще юбілей ще лізбок, budvežon mi się tam, budtölüs mi się tam myże wylema umauna sain, чого sain mian spjukan. I czuć mi pasjim, mój puktamas körtkeressa artistias, dasko kiamusa dvoju, апрелин Островську листає же п'єса себедності провоксичка се йома німалема це там і соват вещ календар от листали гас ми німалема брачсіє і є ще тік дюляніка так я шинула ушіс письмо с фронта тоже очень гижамаш мы красноармейцы нередко прибегают с просьбой через печать, чтобы обратить внимание родственникам на то, чтобы они чаще писали письма на фронт асланы солдат яслы, шуетчимай солдат яс, печати, мы дым нален рыд уже сдаматы сайс, чоку же как же снали письма, и вот на яс юзы дымаш сиес, да, мы дым аджисны, и это интересно тоже менем ловус, и вот так много нас шуетчи нас ланес рыдвуждора. И вообще тачка листалан, тачем шово сайша гижет яссе, Yirmagaleva нам то тоже комишик урок татентови нам кыш шижиме двоша и главный редактор Асолома Ачис Виктор Савин и мы прямо гордичами вот диктая питас целем киулуш да си Ачис чуч листалис и ми анем пожан лунси чуч вот видедлины и вот крымала масис Ачис Мемдунса Виктор. Таво йолга журналынин комен во сайын петтес медводжа коми кывья томловлы газет. Се чуд журналыс йолга ним и сотая джик медводжа номерыс петтесе йырым тылыша. Медводжа лист бокын чуд томлов кызы нас зонка яс, величиш яс, вылыбышки ним кодыската снимок саджины. Туда на кодыска швидше міандора міяли інтересно додмав на куджина солони виланеони. Но та номер з додмашана чоло малана уна на чина йоспіш чоло малани пучка газет лист боки асас лидіші ясас редакція і ще є надєджа п'ятас лисов мене, ну ми м'яни лови комен вачожен. Ми є нешта інтересно та п'ятасас. Стави своще Калистрат Жаковлен Гижечань, куда с комедом Валентина Иванова, там и кувьилыш мы пьяс, и нечто тая петас, тая лист бокса вылышема, немало на философ лыш, чужа лун пасьем. Бурач, кому найти одво, силу тырма шоку жвиточка. Мы нечто, джит медводжа петас шанис, елага гижламаш томулов. Она виштала мач куджуколяла мач гожимся, татан за интересный снимок. Ознин тудал, и у нас выгаламада. Ну, томулов гожим на светлый мач пыжан, байдаркаясан коми юесты. Гижамаш и глотова шиктыш, и гам шиктыш, и сыктыпкарса гимназияш. Мы нечто интересное, джик медводжа петас шанис йолагален олымыс ичима и томуловна нукад организация кэд и мианты чужлама та живоа сыктыпкарса государственный университет верца лицей таилыш миан гиже Илья Митюшев. Баража джик медводжа номер шанис миан йорташилема мукад фильм Йогра регион яскад. И со быца лист боквылын Валентина Иванова гиже суоми ветлем юлыш. И гашка мече интересные станы, та лист боквыс быдан кажече. Тест. Татен позже тыдмалны асюшид унджик, и не сомын асюшид, но и маты самортившид. Шуам позже гогорваны бур или лёг над зон. Эти тарлыдя шуам Бурзон век, кывзыше батьма мыслыш, неко нака дозвенджи, каша мортес смело верманкорны горта юшный чай, сие некор тене озянет. Чай там таз булиш бурзон. Мы наш корреспондент я светлый маш и школа я санину где-то маш, огнета маш чередька, дюаши маш, мы едешь нас касьяны лыдины, и лоба гугарвана, мы лыдины нас касьяны асюшенес,
Таджи шуше гижа миян юлыш. Медведча петашани же йолаган гижамаш комиковия не багяс юлыш. Но и медбарья лист бокен. Миян гажедана гижадьяс. Веладана гижадьяс. Эти как кылбур Александра Мишайловна. Шуше се символичная томлун. Кылбур из Миша. Лыдей. Но что коли йолага буралите, то домой мия немсечен персонаж, коли що не дашук, це важні не зволи міан ліз бокеса. Но сиє чужло джик медведжа петасасна, і дашук веледи спущене чускит пирог, пелище варення, да нештана веледама. Нешта тидме дамаєш нас, видіше ще се сходися, все чим сміла сиє, та не мічаще. Там ми пасям бою кожу журнали екнус даст від вотирем. І куч туєс вели, костало що ми ніякі вели, но або редакція ми ж понда війна каде еспет. Ася що правили, був некоди звідчиш, просто журналу еспет, і сьому на январь, що ж закінчені ляман пойти двоє, п'ятий святоні анім на свою ходжу. И вещь, когда что сбылилась где-то уже полярная звезда, тоже немцы борили матч с Зебура, хуим ним был журнал Исланд. Я свой выходился, полярная звезда, будто бою полушария, составу ту индыщи, мы моряки, мы летчики, мы выралыщи составы. Вот. Ударник кому на двое, февраль или март в комнате Китбол, что заводить чига совершил из кады США, а заводи там идет. Первый номер шанец, октябрь 1500, орден, журнал. Первая обложка с диатыжик тачем был, но не вот тачем сейчас классический. Вот. Мы в аспекте зев чеш барье маешь немцы, думаете мен, орден все вырса туй тропинка, абу виджу мен шикты озамлон, орден урочся вырдик пичкипчи. И вот коми выралыш, коми крестьянин, ну на Карлайн Трубаяслан, овом вещами смотрели. Пишквайте 2 октябрь. А кто де стечали ми обермет шуну нагашки на ту явно се уже кор кучом лунас был петис не пасис не медведя номер сашам, презентация, конечно, вычисленно туда. Миляка миян колема муна арталам октябрь пишквайте до ноктен милясичка. Це традиція, ну, десь мені нова буде пичка з шим. Раз, октябрь, пичквайте для нас. Ледісне комі журнал. Рочна сес даже ще буде, де маєш некий крестьянський журнал. А он же кизмян крестьяна вели, но на комі нас вели комі єзлом журнал. Медведя номер раз ми же вели оглавлення юартасна, некий карамаєш. Редакция ще не ще викнус лосотний, качте що маєш, і борщ чем гіжником, совет вуль мортаса ки буде тисні. Силу сільської комуністи основники, в рубрика, що міян шипти, землі мерлом візьму, ну, юклом ужину вода, кижі крестьянови будуть бурмас, первый номер, курок то в'єте. Вела тисні, шипти налом з бурмис, здається, Войдер и вот, допустим, кыжи концами вышли, сейчас воде размыки карен кыжи картопель то бурджика водить. Сорта войны коло площади давно се там эти ужину водны се были оце ніна ми се звали, сейчас берки нас і станція Юната, челядична школа вела десь на миде, заводись не вела на які порща се чудно бить бурджика, куча мужья бурджик, ну бурмер нолом за крестьяне кыжи концы. Все обороты с кичкой гашки водны, мы есть. Еще м'ян кооперація на нуки. Пан нам чорний кооператив є світочно. Кич квайте одна із надавчих колхоз я сюди сейчас. Ну, кичі бурман ми візьму уджались товарищество шучся, що ми шура посні товари, я сейчас честалось. Кичі отца ну гель езли кооперативне, вот, но кооперативное движение всяких. Вот мы отчам и история с Кишнеберге чамчаш. И по масницетане все артметом, даже джинчи скачаджик на коми бежит чукар. И Шим Вань Иван Шимаков, Медпашкала Шиллера с орден, вот все
Чем величем его ваши сортовой Legends и чек Иван саженц чухлался с Черамбана гжедестым, там шеласен чумана бия, огордам, или вот съед шедш мыки стане. Зачем на войне? Если сейчас он вот кычам Кичка кямуса двоя скежлас, кижек мусат кежлас от себя уже сбыли пожешуны методам, кучам они войну пожешуся, кызваны своя литература, история да культура гагар, да кыл гагар, с ичемся гижет я статья, с очерки, с там конки венджелисны, конки мыки, но с ним петисни трипан вашик, но татанки на зе величем сора кылбур, я с началом чани язык. Асланым коми журнал пыр орден одмоз, вот орден се тече демаш, нешта одje да чорда Ленин ингадиас шерти, да комунист партия берда топечемен, ондам коми языс нудны, воджа вильбуролыны. Чуксалан коми войдера слуги нашим журнал, чуксалан бъдемес гижны журнал. Вот, сыжика, но таджи, та шеечем шани си мъде, че спожешуны естау зверт. Куратов был Петр Клочков и Жак Лангижедес, но кызвы литература осташани, то есть чесота, чукачем шани си Лоис гижиш ясным та мечер журнален, са ордем, ударник, воеву коджу, всички нещачи шеечем та вот кыч, как мы сдаситвал сая шеечились людей, коми журнал, и гижей, коми журнал.